Digitalks – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 12. Самые распространенные крымско-татарские манипуляции. Скажите, вами хоть раз в жизни манипулировали? А вы сами были в числе тех, кто манипулирует? Если вы хоть раз ответите «да», тогда приглашаем вас послушать наш новый эпизод подкаста Digitalks. Digitalks. Сегодня поговорим о манипуляциях, причем попробуем не только в общих чертах об этом явлении и способах ему противостоять, но копнем немного в наш крымско-татарский социум и поговорим о самых распространенных крымско-татарских манипуляциях в том числе. Психологическая манипуляция – тип специального воздействия или социально-психологический феномен, представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики в интересах манипулятора. Недавно мы проводили на своих страницах один небольшой опрос на эту тему. И оказалось, что самые распространенные крымско-татарские манипуляции часто касаются вопросов семьи. В нашем патриархальном обществе эти темы святые. Если у вас нет семьи, а возраст у вас 20+, то вам наверняка 100 раз задали вопрос, когда свадьба. Если вы родители одного малыша, то вам обязательно зададут вопрос, когда за вторым, третьим и так далее. В конце концов, дорт бызны куртарачак. О, видимо, сегодня будем говорить о наболевшем. Первая манипуляция, с которой все сталкивались, идет еще из глубокого детства. Эту ложечку за маму, а эту ложечку за папу. Да-да, когда мы заставляем своих детей есть еду ради нас, родителей. Сейчас будет топчик про образование и замужество, конечно. Мужчины не любят умных женщин, замуж никто не возьмет. Еще чуть-чуть и сама замуж не захочешь. Зачем учиться, все равно замуж выйдешь и будешь дома сидеть. Последнюю фразу я сама лично слышала в свой адрес и не раз. А самое удивительное, что не от своих родителей, а от людей, мягко говоря, посторонних. Замуж выйдешь – пройдет. Тут имеется в виду проблемы со здоровьем. Мой хронический гайморит после появления штампа в паспорте, увы, никуда не делся. А еще я часто слышала манипуляции, которые касались переезда. Если все уедут, то кто в Крыму останется? Как любила говорить моя бабушка, вот уедешь, а я умру, а ты даже на похороны мои не попадешь. Знакомо? Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни нашим бабушкам, но такое есть. Или вот это «Ольсем хуртулорсон». Думаю, кто в теме поймет, поэтому переводить не будем. Да, воспринимать слова о смерти близких хладнокровно сложно. Поэтому обычно многим проще отказаться от своих планов, чем жить с чувством вины за жизнь и здоровье близких. Родители не хотят отпускать молодежь далеко от себя. А еще часто, когда ты пытаешься доказать обратное родителям, слышишь фразу «Достигнешь моего возраста, тоже будешь так делать» или «Будут свои дети, поймешь». Вот сейчас зачем меня процитировала? Манипулятор воспринимает окружающих не как полноценных личностей, а как инструменты достижения своих целей. Однако неверно представлять манипуляторов как злых и исключительно токсичных персонажей. Напротив, они могут казаться приятными и заботливыми людьми, которые действуют исключительно из лучших побуждений и вам на благо. Манипуляторы страдают и сами, поскольку воспринимают окружающий мир как потенциальную угрозу и чаще всего никому не доверяют. Чтобы заставить человека действовать в своих целях, манипулятор нащупывает в жертве некую внутреннюю мишень, например, чувство жалости или стыда. Так действуют уличные мошенники или аферисты, которые собирают пожертвования для несуществующих детей. Близко знакомые манипуляторы действуют тоньше. Некоторые годами втираются в доверие, чтобы потом использовать самые глубокие душевные раны и комплексы жертвы. Начали мы говорить про манипуляции, так скажем, бытовые, которые мы слышим в своих семьях. Но манипуляции могут встречаться в любой сфере и в любой ситуации, где человек может получить для себя какую-то выгоду. Дети могут манипулировать родителями, недобросовестные маркетологи – клиентами, а политики – избирателями. Манипуляторами чаще всего оказываются члены семьи, друзья, сексуальные или деловые партнеры. А знаете, что самое страшное? Что некоторые люди манипулируют и сами того не понимают.
Да, все верно. Манипуляторы не всегда действуют осознанно. Например, манипуляция слезами. Она имеет корни из детства. Человека воспитывали строгие и холодные родители, и единственным способом получить от них желаемое было заплакать. Постепенно человек привык, что все можно получить с помощью слез, и начал применять эту схему в других сферах уже во взрослой жизни, и в работе, и в отношениях, и в семье. Конечно, сферами, в которых часто применяются манипулятивные приемы, являются маркетинг и СМИ. Не зря ведь возле кассы в больших супермаркетах выставлена водичка, всякие сладости и нужные мелочи. Делается это все для того, чтобы человек, пока стоял в очереди, не тратил время зря, а увеличивал размер своего чека. О да, в маркетинге манипуляций очень много. Например, существует такой прием, как принцип социального доказательства. В Советском Союзе люди сначала вставали в очередь и лишь потом интересовались, куда же она ведет. Если все эти люди ждут, значит, товар хороший, думал каждый. Само наличие очереди сигнализировало о ценности предлагаемого продукта. Таким образом, в советском обществе проявлялся принцип социального доказательства. Основанный на стадном инстинкте, он заключается в подражании поведению большинства и является предохранительной функцией нашего мозга, которая освобождает его от необходимости обрабатывать лишнюю информацию. Именно в нем кроется природа мейнстрима, кстати. Особенно эффективно принцип социального доказательства работает, когда человек оказывается в запутанной или двусмысленной ситуации, и у него нет времени в ней толком разобраться. В любой непонятной ситуации делай как все. Social proof разом решает все проблемы. Когда мы хотим купить новый гаджет, ломаем голову над тем, какую модель выбрать, решающим критерием для нас часто оказываются отзывы и рейтинг. Больше не нужно доказывать потенциальному клиенту, насколько товар хорош. Достаточно отметить, что так думает большинство. Есть еще один прием. Он местами перекликается с предыдущим, но в отличие от него ориентирован на изменение человеческого убеждения, нежели поведения. Согласно данному принципу, при многократном повторении одного и того же тезиса, идеи и концепции внутри какой-либо группы, ее члены со временем примут это утверждение за истину. Американский академик и писатель Роберт Кэрролл подчеркивает, что повторяемое суждение не обязательно должно быть истинным. В него поверят независимо от того, насколько оно теоретически или практически доказано. Более того, считается, что люди принимают на веру без критической оценки любые групповые ценности, идеи, доктрины, если идентифицируют себя с этой группой и не хотят просылать изгоями. Это психическое явление и проявление конформизма называют индокринацией. Противоположные индокринации феномены – социальная автономность, критичность, нонконформизм. Красочным примером работы метода группового подкрепления являются стереотипы, мифы и легенды, которые кочуют из поколения в поколение. Кроме того, прием активно используется СМИ и является эффективным средством в информационных войнах. С помощью ловкой манипуляции фактами и различными речевыми уловками медиа навязывают нам определенные убеждения путем систематического повторения одних и тех же мыслей. Для борьбы с подобными тенденциями в учебные программы некоторых стран, как мы уже рассказывали, внедряется курс медиаобразования, который призван развивать у людей всех возрастов критическое мышление. Говоря о манипуляциях в СМИ, тут, наверное, можно этому отдельный выпуск посвящать. Вспоминая ваши пары в университете, могу сказать, что способов очень много. Я бы и сама не сразу догадалась, что это манипуляция. Один только Ноам Хомский выделяет 10 основных способов манипулирования. Да, согласна, тема обширна, но давай вкратце расскажу. Ноам Хомский – американский лингвист, философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик. Он заслуженный профессор языкознания и один из выдающихся деятелей науки XX века. Именно он составил список из 10 способов манипулирования с помощью СМИ. Я уверена, что начну перечислять, а вы удивитесь и не раз скажете: точно? Первое. Отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, которые принимаются политическими и экономическими правящими кругами. Делается это посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями. Делается это для того, чтобы не дать людям возможность учиться и повышать уровень образованности и эрудированности. Увы, умные люди государству невыгодны. Второе. Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения или метод проблема-реакция-решение.
Нужно создать проблему, чтобы население само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам. Например, вызвать экономический кризис, чтобы заставить принять как необходимое зло нарушение социальных прав и сворачивание, например, работы городских служб. Обращаться к народу как к малым детям – это третье. Как это работает? Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то в силу внушаемости или в ответ или реакции этого человека с определенной степенью вероятности будет отсутствовать критическая оценка, что характерно для детей в возрасте 12 и менее лет. Четвертое. Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления. Воздействие на эмоции представляет из себя классический прием, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего. Пятое. Усиливать чувство собственной вины. Заставить человека уверовать в то, что только он виновен в собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возможностей, способностей или прилагаемых усилий. В результате, вместо того, чтобы что-то делать, человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя самого себя. Да это целая наука. Именно так, и это только вершина айсберга. Думаю, мало рассказать о манипуляциях и какие они бывают. Нужно научить, как манипуляциям противостоять. Мы подготовили небольшой список рекомендаций. Себе зачитаешь? Да-да. Итак, если вами манипулируют, то есть несколько способов выйти из позиции жертвы. Первое. Проигнорируйте. Манипулятор ждет вашей реакции, и неважно, насколько активной она будет. Начнете вы совершать действия, спорить или только оправдываться. Манипулятор проигнорирует любые логические доводы, поскольку его цель – вывести вас из равновесия. Второе. Сломайте сценарий. Сделайте то, чего манипулятор от вас не ожидает, и перехватите ведущую роль в ситуации. Например, согласитесь с человеком, который к вам придирается, и спросите: «Да, я такой, и что с того?» Третье. Манипулируйте в ответ. В некоторых случаях может помочь подход «лучшая защита – это нападение», хотя такое поведение может показаться спорным. Так вы покажете, что понимаете правила, по которым играет манипулятор, и заведете его в собственную ловушку. И последнее. Вскройте манипуляцию. Скажите прямо: «Я понимаю, что ты мной манипулируешь и пытаешься вызвать во мне чувство вины. Я могу тебе помочь, если ты обратишься с прямой просьбой. Если ты продолжишь манипулировать, ты не достигнешь своего, и у нас испортятся отношения». Если же после нашего подкаста вы узнали манипулятора в себе, то помощь вам рефлексии и работа над собой. Подумайте, что вы теряете, прибегая к манипуляциям. Возможно, вы неосознанно портите отношения с близкими людьми или рушите свой бизнес. Отказаться от скрытого воздействия на людей может быть сложно, если это приносит манипулятору ощутимые выгоды. Ну вот, собственно говоря, как-то так. Что бы мы ни говорили, ответ один. Развивайте критическое мышление. Об этом и есть наш подкаст. Этим выпуском мы завершаем первый сезон подкаста Digitalks. Пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение и о чем бы послушали во втором сезоне. Над подкастом работали Наджия Фими, Сибия Асанова, Эльдар Куртиитов, Эскендер Асанов. До встречи! Корушкенджи!